Здравствуйте, это информационный выпуск сегодня, в студии Олег Плеев. Смотрите в выпуске. Первая республиканская педагогическая конференция в ЮОГУ обсудили нынешние реалии и перспективы преподавания русского языка и литературы. В рамках реализации плана мероприятий текущего года ремонтируются дороги в несколько сел Знаурского района. За ходом работ наблюдает лично глава районной администрации. «100 лет на Фиджу Сойта и 80 лет Таймуразу Хаджета» юго-остинская делегация приняла участие в памятном вечере в Северной Осетии, посвященном творчеству остинских поэтов. В Юго-Остинском государственном университете состоялась первая республиканская педагогическая конференция русистов, собравшая представителей образовательного сообщества и дипломатических ведомств. Несмотря на создаваемые условия в ЮОГУ, а также регулярные мероприятия в поддержку русского языка от представительства Россотрудничества в Южной Осетии, количество абитуриентов на факультете русской филологии остается низким. На мероприятии эксперты обсудили вызовы современной филологии, включая дефицит абитуриентов на педагогические специальности, а также поиск подходов для популяризации профессии педагога русского языка и литературы. В стенах Юго-Остинского государственного университета прошла первая республиканская педагогическая конференция русистов, приуроченная ко Дню учителя. Основное внимание на конференции было уделено актуальным вопросам преподавания русского языка и литературы, а также филологическим специальностям. Открылась конференция приветственной речью ректора Юго-Остинского государственного университета Вадима Тедеева. Он отметил, что в университете созданы прекраснейшие условия для студентов, однако, несмотря на это, на некоторых факультетах испытывают дефицит студентов. И все большее и большее количество абитуриентов хотят именно у нас получить высшее образование. И это касается почти всех специальностей, кроме двух. Это русский язык и литература, и остинский язык и литература. Но когда я говорю кроме двух специальностей, я не имею в виду, что у нас не бывает набора из года в год, но количество абитуриентов, которые хотят получить высшее образование по этим двум прекрасным специальностям, не увеличивается. И меня, как ректора, наших русистов, я думаю, что всю нашу общественность это категорически не устраивает. Он также отметил, что каждый студент факультета русской филологии может себя проявить и в других направлениях. Те студенты, которые у нас, и особенно филологи будущие, и у них еще есть возможность, даже если они не учатся на специальности международная журналистика, у них есть прекрасная возможность проявить себя и в работе наших медиа. Министр образования Аслан Лулаев обратил внимание на то, что число абитуриентов, выбирающих педагогическую специальность, крайне мало. В связи с этим необходимо найти новые подходы для привлечения абитуриентов. Мы понимаем, что не всегда абитуриент принимает решение, куда ему поступать. На это, конечно, влияют и родители, и с Вадимом Бутазовичем мы тоже переговорили, говорю, надо постараться, наверное, привлечь к этому диалогу еще и родителей тоже. Много проблем, конечно, и зачастую специалистов не хватает в образовательных организациях. Пытаемся идти навстречу. Есть ограничения у нас по нагрузке в том числе. Активно сейчас идет работа по надбавкам для филологов. Буквально сегодня еще разговаривали с администрацией президента. Да, пытаемся откорректировать какие-то... Мы открыты со своей стороны всецело поддержать, организовать курсы повышения квалификации. То есть, но какую-то программу действий, Вадим Бутазович, мы, наверное, по результату сегодняшнего разговора так или иначе должны будем составить. Советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Игорь Терзиан отметил большой труд учителей и подчеркнул, что президент Владимир Путин уделяет особое внимание поддержке учителей. Мы с вами видим, какое большое значение отводится вам, преподавателям, в данном случае русского языка, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Именно из его резервного фонда выделены деньги, которые в ближайшее время начнут получать учителя русистов. В районе 5000 рублей. Это не маленькие деньги, потому что это будет ежемесячно. То есть это государственная политика. Плюс еще у нас, немножко забегая вперед, это общая наша тема, это будут педагоги-наставники по воспитательной работе. То есть это все идет из президентского фонда.
Декан факультета русской филологии Армавирского университета Дмитрий Ковальчук выделил особое отношение к гаистинскому и русскому языкам и поделился, что проблема набора абитуриентов коснулась и университета города Армавир. Россотрудничество проводит множество мероприятий для продвижения русского языка, подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров. Мы много мероприятий проводим и на этой площадке, и у себя, и в школах стараемся. Для учителей, вы знаете, мы немного, от 2 до 4 человек в год направляем на повышение квалификации. Основная масса мероприятий для детей. На основании конкурсов, которые в том числе и по русскому и литературе, дети ездят в ознакомительные поездки в Россию, в пионерский лагерь «Артек». Сейчас не пионерский, но тем не менее. Организаторами конференции выступили Русский дом в городе Схинвал, Министерство образования и науки, ЮОГУ и Апрял Южной Осетии. Алина Ельфимова, Дарья Хурьева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. В Знаурском районе Южной Осетии начались работы по благоустройству дорожного полотна, связывающего несколько сельских населенных пунктов, в рамках выполнения текущего плана и в ответ на обращение местных жителей. На данный момент завершены работы в селах Пичиджен и Сиуката, а до конца недели будут завершены работы в селе Хобецта. Глава районной администрации Алан Гобозов лично контролирует ход работ, отмечая использование качественных местных материалов и плановый переход к следующему этапу – ремонту дороги между селами Бекмар и Корнис после выполнения текущих обязательств. Сотрудники ГУП ЖКХ Знаурского района приступили к благоустройству дорог в несколько сел Пичиджен, а также Сиуката и Хобецте. Работы по приведению сельских дорог в надлежащий вид ведутся уже около 2 недель. Глава администрации Знаурского района Алан Гобозов периодически проверяет ход ремонтных работ на местах. Контроль закалам, кускуча, шофер башад, кустма, техника юлдар кус, ходжен халднай, состарани нести юлдар, стежка хахистер, постан настам связал. Чисто проблема байда, масамирги форс факасан, кавацамзал хатар факасан. Объекты реализуются в рамках мероприятий плана текущего года. Делается отсыпка местным материалом хорошего качества. В села Пичиджен и Сиукатака уже полностью завершены работы, а в село Хобецтака будут завершены на днях, сказал глава администрации района Алан Гобозов. Дуабу манджбозади, хабу масун, жиамана вахот тагнут, якару фахатча канам, цефна канам, кажах дуру. Мания засипка канам, vyrovnat planilovka šave, ofta mana katok talku do ofta rost kanam katok ay kanam shigananis ofta may komja rost kanam shamaj lubul ikhkavi mashina dar shava. Plan khasna nist asveshini dar falan afande marasam sirta وخ شاونج من افنده شمای قمواس شستولباتای او asveshini dar sarazam. Жители этих сел ранее обращались с заявлениями в районную администрацию с настоятельной просьбой решить существующую годами проблему. Из-за плохих дорог сельчане пользовались объездной дорогой, но и та после сильных дождей и снега портилась, в результате чего невозможно было ни пройти, ни проехать. Но сейчас основная дорога, ведущая в села, капитально ремонтируется, и жители смогут беспрепятственно проезжать и на легковом автотранспорте. فندک تا راز جوالن نپامیت میکنه خوش کنه تو بشیم داول نیستم آشی خیش آوادهی الان در نمجخ کسه یه دور دو بیش در نم یکوس داره راگای دو فجلی ماشینا در کاز نیر شدی راگای نودی آرست میرم منم باجا بخکت دوی داول نیستم شب جستم شینگنگه باشال شگای کت دوی مال ماشينا نفلجه ولا ما جربدون درس تو جين جيوف تورست شديس ما دلع ما در ما نوص على الجين لغز جبخ وما تقبتش خاو قوم فندق كوي ودي قدام در دولني وجست استولبات النبروخ استسورت توي نوج در بونو سورت توي شماي صفافل در كانوي ما اخسب يقول لك كروخيزاي فوساغور سواد النميس تيدو مشاو ويكرتون كوي Алан Гобозов отметил, что как только здесь будут завершены строительные работы, сотрудники ГУП ЖКХ Знаурского района перейдут к благоустройству дороги, ведущей от села Бехмар до села Корнис. Алена Утаева, Азамат Кудзев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.
В Северной Осетии состоялся вечер памяти, посвященный столетию выдающегося осетинского писателя Нафи Джусойта и 80-летию поэта Таймураза Хаджета, который объединил представителей нескольких регионов Кавказа и стал важным событием в сохранении литературного наследия осетинского народа. Государственный мужской хор при президенте Южной Осетии исполнил на вечере героическую песню о Нафи Джусойта. Подробности в материале Анжелы Кукоевой. Делегация из Южной Осетии приняла участие в мероприятии, посвященном двум юбилеям. Столетию со дня рождения выдающегося осетинского писателя, автора множества поэтических и прозаических произведений, драматурга, публициста и переводчика Нафи Джусойта. И 80-летию Таймураза Хаджета, неизвестного осетинского поэта и переводчика. Вечер памяти прошел в Северной Осетии и стал своеобразным мостом между эпохами, напоминая, что истинная поэзия вне времени. والله در یو خزار بود یو مکاجنم اما وس خبر کایزن خما خوامزونم نکول درو فرونتف دوف سمر دوازی ونه کاستر مخیستن سایای سن لگدر و من سرست جدر اما سفست در ستان وقتوی ما کایزن خویدو زور نچی بافست زلیدو نالی بس رستا کمیس منافی ارمز سرمبوت نمت خود کیف هستی ایول زورا بودیسم یادم یفت زخی یایرستو نکن بیرا ورستا. Этот вечер стал не просто данью уважения, а живым диалогом с наследием, которое продолжает учить, вдохновлять и указывать путь новым поколениям, чтобы помнили, чтобы читали. Мероприятие посетили делегации из Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Абхазии. Ирштоны мана Таймураш кодадиш ирония сенин ахам тахтынал райгурзаниш. Ирштоны обштай паторашеми дегдер нафи хужан минима ардагай филдер наукон рамаджта наукон статья тачина фешта ахам тадарбираней. Нафи явасмыш что уди ног хашиг. Ногзау. Автор же ганишема литературе алы кабаштам вналта, маза алы кабаждер нуахта арфад. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло направил приветствие участникам вечера. Представитель администрации президента Южной Осетии Иналплиев подчеркнул нравственную направленность творчества Нафи Джусойта и Таймураза Хаджета, отметив активную гражданскую позицию Нафи в сложные исторические периоды. В рамках вечера прозвучала героическая песня Нафи в исполнении государственного хора осетинской национальной песни при президенте Республики Южная Осетия. Инициаторами памятного вечера выступили депутат парламента Северной Осетии Зелим Батаев, главный редактор журнала «Махтук» Оксана Хитагорова и коллектив издания. Анжела Кукоева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. На ГТРК ИР стартовала новая детская развлекательно-познавательная программа «Цинестафанта», направленная на популяризацию осетинского языка и развитие юных зрителей в увлекательном игровом формате. Съемки проходят в дошкольных образовательных учреждениях республики, а автором и ведущим телепередачи выступила Ванда Асаева. В рамках проекта дети постараются разгадать ответы на самые разные вопросы и просто весело провести время. Зарина Кочева расскажет подробнее. На ГТРК ИР стартовала новая развлекательно-познавательная передача «Цинестафанта». Это проект, где самые юные и самые любознательные телезрители становятся главными героями. Хорс Казанстува команда, Фалафараз Даристе команда Барс. Передача будет выходить каждую неделю по вторникам. Первый выпуск уже вышел на экраны национального вещания в сентябре. Акцент делается на развитии родного языка. Olevert programma korrespondent kézernek elfendedés személyszöveleten daró szaki olevert, amely Sven kuttom menet színészt elfente szorozen személyszövelete szakadek haradisztaikui. Vem jamunek azot a vandaszem, de talhzó farsztatázté, vucivicite,
Stimulsen vadzolazun kalzextorta. Kerum bettensen rottenboido lavertem, kezernaka walachizotender falamo anala vornebozens ketskomando facharduider. Новая познавательная программа, которую ведет известный автор Ванда Асаева, обещает стать интересной. В рамках детского проекта юные умники и умницы постараются выиграть в командной игре смекалкой, умом и сообразительностью. Теперь найти ответы на тысячи детских «почему» можно в увлекательной игровой форме. Naridegennem futszagollever dacudis, ervel ditsegder cabzanis, meqodum egeszkénuzanis hoz ratingta. Onson kenem kawi, ame szermogunde szoroztam bírónak zogol, szemely szvalettek szendár írónak zog parahat kenem, szemely szvalettek írónak zog hozdár zogoi, ame meqodum egeszkétünk kalzeg raodis. Fiden nefendet szemely zaharad rajszú Республики Sabidette íruldar. Автор телепередачи не ставит оценок и не проводит жестких конкурсов. Здесь важен не столько выигрыш, сколько сам процесс познания и искренний восторг ребенка от самой игры. Творческий процесс в самом разгаре. Съемки новой осетиноязычной передачи проводятся исключительно в детских образовательных учреждениях республики. Зарина Кочева, Давид Туаев. Информационный выпуск сегодня. Великий сын астинского народа, основоположник национальной литературы, художник и просветитель Коста Хетегуров. В этом году мы отмечаем 166-летие со дня его рождения. В честь этой знаменательной даты Комитет по молодежной политике и спорту запускает конкурс. Желающие принять участие могут выбрать одно из творческих направлений – изобразительное искусство или художественное чтение. Организаторы конкурса будут принимать работы до 13 октября, а после будут определены 6 победителей. Комитет по молодежной политике и спорту запускает большой творческий конкурс ко дню рождения великого осетинского поэта, публициста, драматурга, художника и общественного деятеля Коста Ливановича Хетегурова. Его цель не только сохранить память о наследии, но и найти его отражение в талантах современной молодежи. Конкурс пройдет в нескольких номинациях: художественное чтение и изобразительное искусство. А если быть точнее, то участникам предстоит нарисовать портрет великого гения. Mzavga Hoyachiro Sawibuma Rodzuro Hitakoto Pustoy Mzavga Taiska Mzavga Ame Video Siso Ame Мухмаропоро на социалум Хазактам. Выбравшие номинацию рисования могут сделать свою работу в любой технике, начиная с простого карандаша и заканчивая пирографией. Готовые работы нужно представить в Комитет по молодежной политике. Для нас важно, чтобы молодое поколение не просто знало имя Коста Хетегурова, но и понимало его идеи гуманизма, любви к родине. Мы ждем смелых и оригинальных трактовок его творчества, отметили организаторы. Вчера взоровый токума хитакото кустой сурат снывкано, аме я оригинал мохма арбохассо. Офтайн мохянов на социалум хазактам бопортыстан. Ивел дар конкурс лохцавы на социалум хазакт, инстаграма дар, телеграма, фейсбука, на сайта, ама уам ивел дар подищета лыцеста. Конкурс продлится до 13 октября. Принять участие могут школьники и студенты. Оценивать работы будут члены комиссии. Всего будет 6 победителей, которые будут награждены призами и памятными подарками, а все участники – грамотами. Агунда Губозова, Фатима Чочева, Ринат Медоев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды. В республике завтра ясно. В Знаурском районе днем плюс 24, ночью плюс 15. В Дзауском районе днем плюс 22, ночью плюс 14. В городе Квайса днем плюс 21, ночью плюс 13. В Лениногорском районе днем плюс 22, ночью плюс 16. В Цхинвале днем плюс 23, ночью плюс 16. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.